только дети, нам расти еще расти, только небо, только ветер, только радость впереди, только небо, только ветер, только радость впереди, смывая выше. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир. И с вами я, Дарья Анкехова. И начинаем наш эфир мы неспроста с выступления талантливого Васильева Власа. Ведь этот мальчик лучезарный на днях получил гран-при первого республиканского конкурса «Подари добро». И сегодня в нашей студии непосредственно организаторы этого мероприятия, а также сами участники. Давайте знакомиться. Ближе ко мне находится Бурнашова Владлена. Ну, все ее знают, наверное, и любит вся ее республика как Сахаю. Сахая у нас заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, а также председатель региональной общественной организации по содействию культуры и творчества подрастающего поколения Сахая. Рядом с ней, конечно, как всегда рядом, супруг Бурнашов Александр, заслуженный артист республики. А далее у нас сидит Корякина Надежда Афанасьевна. Надежда Афанасьевна является председателем Ассоциации приемных семей Республики Саха-Якутия. И у нас две мамочки, Павлова Оксана Алексеевна и Корнилова Пелагея Ивановна. Они у нас приемные родители. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, Сахая, первый вопрос к вам. Вы являетесь председателем региональной общественной организации, которая называется «Сахая». Вот как пришла идея создания такой организации и вообще основные цели и задачи? Ну, с прошлого года мы уже зарегистрировались, можно сказать, как некоммерческая организация, да, и уже работаем. В этом году, в Год добра, мы решили сделать такой проект, детский вокальный конкурс «Подари добро» называется, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, основная цель, конечно, это ну, как сказать, ну, какое-то уважение к вокальному искусству, да, чтобы было. Также именно найти одаренных, талантливых детей среди такой категории детей и дальше работать с ними в их развитии, в их творчестве. То есть основная задача – это найти таких талантливых детей, да? И Да, как-то конечно. помочь им, да, реализовать свои таланты, да? И тогда вот вопрос, сколько участников было вот в первом вашем таком вокальном конкурсе? Первый тур у нас проходил в лагере «Виктория». Принимало участие 13 детей. А второй тур у нас был в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Там было 15 участников, то есть всего 28. Сай, ну вот вы говорите, буквально недавно, да, вы создали данную организацию. А кто вас поддержал в первую очередь? Ну, мы, конечно же, вот Надежда Афанасьевна Корякина, милая женщина, добрая, которая поддержала нас, творческих людей. Поскольку она является председателем Ассоциации приемных семей, она сразу старт какой-то дала. И мы приняли участие вот в конкурсе целевых конкурс программ, выиграли целевого фонда будущих поколений. Поэтому мы очень благодарны, конечно. Для нас это неожиданность. Неожиданность и такой хороший старт, да? Да. Александр, ну вы во всем поддержите свою супругу, да? Да. И, конечно, вот расскажите, как вы считаете, вот для чего вообще, для чего нужны такие конкурсы? И ведь на примере, наверное, многих звезд российского, да, шоу-бизнеса, ведь это очень сейчас не то чтобы популярно, но актуально стало, да? Когда вот артисты все-таки как-то содействуют и помогают различным детским домам, да, приемным семьям, благотворительным фондам. Да, Вот. конечно. Ну, добрый день, дорогие телезрители. Последний день лета, говорят, да, сегодня 21 августа. И вот как раз август у нас был очень насыщенный месяц. Именно вот мы проводили эти конкурсы. Я постоянно рядом с Сахаей, рядом с детьми. А так мы, конечно же, благотворительностью занимаемся очень давно. И начало совместных концертов мы давали, большие благотворительные концерты помощи детям-инвалидам, сиротам, да. И вот, и, конечно, и вот, как вы сказали, вот, приемные семьи вот, набирают детей, да, к себе семью. Это очень такой нелегкий шаг, я думаю, считаю, да. Поэтому вот дети, многие находящиеся в интернатах, они не такие дети, как в семье воспитывающие, они совсем другие. Они тоже хотят петь. Им надо больше внимания, да? больше любви,
Да, поэтому вот. уважение. И мы, конечно же, смотрим и российских наших коллег, да, артистов. Они, вот Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, они очень хорошо организовали свой НКО, такие, да. И, конечно, У них тоже социальные творчество мы их, конечно, хорошо знаем по телевизору, на экране, да. Восхищаемся. Да. А Восхищаетесь, вот именно их работой. такую деятельность их работы, да, многие не знают. Поэтому мы следим за ними, работаем. Буквально вот вчера Евдокия Ивановна Евсикова, да, наш вице-мэр, вручила нам такое свидетельство хорошее, красивое за участие. Мы благодарим администрацию города. Это было общегородское мероприятие. Так ага. просто быть добрым. И я знаю, Посвященный что... Году добра. Да, Году добра, и вас там... Да, это наш призвание совместный ваше. с детьми, такая грамота, можно сказать. Это да, как поэтому... бы первая награда Да, мы вчера в первый раз нашей выступали с детьми. нашей организации. Да. Оценили ваш труд, да? Оценили. Александр, ну раз уж вы затронули тему вот вообще приемных семей, Надежда Афанасьевна, вот вы являетесь председателем. Вот насколько вообще у нас обстановка в республике, да, вот именно по приемным семьям, и берут ли люди у нас ребятишек в свои семьи, и насколько это сейчас актуально? В нашей республике всего 218 приемных семей, которые воспитывают 609 детишек, оставшихся без попечения родителей. Ну, не хочется говорить такое, но это есть дети, которые социальные сироты при живых родителях. Проблема эта у нас есть. И все еще есть детские центры помощи семьям и детям. Все еще есть реабилитационные, вот центры реабилитационные есть, да, к сожалению, да. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей сегодня еще есть. А вообще желание наше, вот нашей ассоциации, желание, чтобы все дети жили в семье. Ну, мы с мужем воспитывали 6 подростков, они пришли к нам после 13 лет все, сегодня они все выпускники, но я уже не являюсь приемной мамой, и поэтому поддерживаю вот общественные, как бы на общественных началах работаю с моими приемными родителями и с очень интересными некоммерческими организациями, которые предлагают душу и сердце нам. И вот одной из организаций таких НКО, да, для нас является НКО «Сахая», которую мы очень любим, потому что эту организацию мы очень любим, потому что они первые среди всех НКО обратились к нам, вот что можно сделать для ваших детей. И когда вот летом был организован конкурс целевого фонда будущих поколений, Сахая с Александром ко мне пришли домой и говорят, что можем делать. И это год же добра как раз, да, и поэтому давайте «Подари добро». Мы вместе все пришли к этому мнению, что «Подари добро». И знаете, вот этот конкурс еще отличителен тем, что не только дети приемных семей там были, а еще девочка Алена из Берегини была, детишки были из реабилитационного центра для несовершеннолетних. Поэтому я считаю, что такие конкурсы очень нужны и важны. Может быть, вот это движение, да, возможно, это будет движение, начало которому дали... Толчок. Да, Сахая дала. Этот некоммерческий... Да. Мне кажется, а вот у меня возникает вопрос, а кто подготавливал этих ребятишек для конкурса? Кто Мы, проводил с конечно ними? же, организовываем мастер-классы, какие-то речевые тренинги, сценическая речь, актерское мастерство, навыки театрального искусства, можно Наши сказать. коллеги да? помогают. Да, Коллеги и, конечно помогают. же, наши артисты, Асия друзья, Намозов, все помогают. Федот. Асия Намозов, Хамусис Виртуоз, студия Федота Соловьева, очень благодарна. Он сейчас уже занимается вокалом, уже с детьми реабилитационного центра. Да? Ну, то есть для них это даже и возможность Вот, конечно. прикоснуться вот к тому, что они видят, да, на экранах, да, вот вообще почувствовать себя артистом, да. Ну, раз уж мы затронули тему приемных семей, у нас в студии есть 2 мамочки, и мамочки у нас такие с такой хорошей историей. И давайте сначала познакомимся с Оксаной Алексеевной. Здравствуйте. Оксана Алексеевна, Добрый сколько у день. вас ребятишек? Так, наша семья очень большая, у нас 19 детей и 3 внуков. И вот в этом проекте, да, вот очень хорошем проекте участвовала наша дочка вот, Арчелана. Мы ее дома называем Арчеланой. Арчелана называете? Арчелана, ага. Она учится АЕКАТА, сейчас в 2 классе. Она вот участвует везде, в конкурсах. Она очень у нас активная. И с самого детства, ну, вот, когда в садик ходила, она тоже участвовала. И вот у них была ансамбль Тулукчан, они тоже везде участвовали. И
Такая артистичная девочка, да? Да. Призер многих Да. городских республиканских соревнований. Ну, раз уж мы общественных. заговорили про вашу доченьку, давайте знакомиться. Вот она, Светочка, красавица. Светочка, здравствуй. Ну и твоя минута славы сегодня. Прошу музыку в студию. Тапталсаң күңе талба Кигем егелер Оғыз азға ордық күндім Кыржар сазға жүкті керен Уаттақ таптал кухара жау Оғы көті даяра жау Таптал саңа күржіға жау Эдіп сәне қырдыққа жау Уатақ таптал кухара жау Итак, дорогие зрители, мы продолжаем наш летний эфир. И сегодня в нашей студии царит атмосфера музыки, добра и счастья, потому что сегодня мы обсуждаем первый республиканский вокальный конкурс «Подари добро». И у нас в студии сегодня организаторы, а также родители талантливых детишек и непосредственно сами ребята. Ну и до ухода на рекламу мы поговорили с приемными родителями, которые отважились на такой важный шаг в своей судьбе, они приняли ребенка в свою семью. И теперь этот ребенок талантливый, развивается и принимает участие в подобных конкурсах. И рядом с нами сегодня Корнилова Пелагея Ивановна. Пелагея Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, сколько у вас ребятишек? Ну, у нас в семье 16 детей. Вот Нюргус у нас первенец. Он уже, когда мы его взяли, ему было 5 лет. Уже тогда было видно, что он очень ласковый, общительный ребенок, очень активный, талантливый. И вот как он пришел, мы уже начали заниматься. Вот он занимался танцами, фольклором до сих пор занимается и по вокалу. И тоже принял участие вот в проекте «Подари добро». И стал лауреатом 2-й степени. Стал лауреатом 2-й степени. А вот скажите, вы как родители всегда поддерживаете, да, начинание вот детишек Да, ваших, любых да? начинаний мы всегда поддерживаем, всегда вот слушаемся, что он хочет, что он желает, и вот вместе поддерживаем вот как-то. То есть, если ребенок развивается в творчестве, с ним проще, да, общаться? Да, если творческий ребенок, это, конечно, очень Вместе проще. учат, занимаются. Вместе учат, занимаются, да? То есть вместе сталкиваетесь с какими-то проблемами, когда не получается, да? Костюмы шьют вместе. Да. Костюмы шьют, выезжаете на концерты. Ну и мы теперь давайте познакомимся с Нюргусом. Нюргус, прошу, давай посмотрим на твой талант. Браво! Молодец, Нюргус. Нюргус, не уходи пока что. Расскажи мне, тебе нравится выступать, да? Да. А что ты любишь петь, да, больше? Или танцевать? Мама уже сказала, что ты танцами занимался. Петь. Петь нравится? А когда вырастешь, кем ты мечтаешь стать?
Мечты много. Я хочу стать певцом, актером, журналистом. Телеведущий. Певцом, и актером, журналистом, и телеведущим. Ты хочешь быть вот таким... Он недавно по НДК «Саха» вот провел шикарную программу родительская. По конкурсу «Ответственное родительство», Ответственное, которое да. проводится уже 5-й год в Он этом очень году. хорошо. Так что он будущий наверняка ваш Семья в коллега. прошлом году победила. Значит, коллега, надеюсь, лет Да. так через 10 мы будем с тобой вместе на этой лавочке Да, сидеть да, и да, вести вместе какую-нибудь будем. передачу, да? Нюргус, а скажи, есть ли у тебя кумир какой-нибудь? Вот на кого ты прям смотришь и любуешься? Кумир есть. Кто? Много. Народная артистка Сахая. Я всегда мечтал спеть с ней, и моя мечта сбылась. Недавно на конкурсе «Подари добро» я с ней спел «Счастье Якутск». Вот. Ну, то есть спасибо большое, Нюргус. Замучили, да, вопросами, спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Сахая, вот Нюргус затронул, да, тему того, что вот вы выступаете с ребятишками, да, и для вас, наверное, это вот отдачу, когда вы получаете, вот насколько важно вообще работать с ребятишками, с подрастающим поколением, вот вам, как артистке? Ну, вы сами, наверное, видели, какие замечательные у нас дети. Они просто очень талантливые, одаренные. Им надо помогать по жизни, конечно. Будем в дальнейшем общаться, развиваться вместе, да. У нас очень много планов. Мы на этом не останавливаемся, только Ну и вот, начали говоря о работать. планах, Да. Ну, скоро День города, юбилейный. К этому году мы подготовили новую песню, мою авторскую песню на стихи Сергея Прачева «Счастье тебе, Якутск». Мы хотим на эту песню сделать еще клип с ребятами, выступить на площадках города Якутска. Планируем также какое-то новогоднее представление сделать, музыкальный спектакль, да. Я думаю, что дети наши обязательно будут поддержат и будут с нами работать. А в так, этом 1 процессе. июня у нас было мероприятие, вот начало. Открытие этого всего нашего проекта «Подари добро». И с 1 июня, как бы Дня защиты детей, мы идем вперед. Ну, у нас в студии еще один лауреат вокального конкурса. Это у нас Сима Григорьев. Можно я чуть-чуть Здравствуй, скажу, Сима. да? Сима Григорьев – это сын семьи, тоже большой семьи Саины и Сергея Григорьевых, очень талантливой такой семьи, которая живет сейчас в селе Бейдинге у Салданского Луца. Они воспитывают 10 детей. Эта семья прямо с самого сызмальства занимается развитием каждого ребенка. Вот мы вчера сказали, вот завтра надо выступить. Сима остается, все, костюм отправляем. Вот вчера вот даже они вот Поэтому такие. сегодня У нас уезжает домой. очень много семей вот таких творческих, таких вот талантливых, одаренных, которые занимаются душой ребенка. Ну что ж, давайте послушаем Симу. Поехали. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд на небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани. А птица удачи опять улетит. Браво, спасибо большое. Ну, это талантище, да? Ну что ж, Будущая Надежда звезда Афанасьевна, якутской эстрады. вот сегодня мы обсуждаем тему вообще приемных детей, да, и вот творческие, да, способности приемных детей. Вот призыв к нашим телезрителям, к жителям нашей республики, именно от вас, как от председателя. Ну, я хочу сказать о том, что каждый ребенок должен жить в семье. Потому что вот когда мы
приходим в детские дома, тогда это были детские дома, сейчас они центры, мы видим, какие печальные глаза у детишек, да, и мы смотрим, насколько им необходима родительская любовь. Поэтому я хочу сказать всем жителям нашей республики, что нельзя бояться, надо брать детей в семью, потому что это потом зачтется, хочу сказать, да, первое. И я хочу поблагодарить некоммерческую организацию «Сахая» за то, что они помогают нашим детям, да. Почему? Потому что талантам надо помогать, бездарность проявится сама. Отлично, Захай. Ну а вы, как вот руководитель этой некоммерческой организации, может быть, посоветуете что-то нашим телезрителям? Но я хочу, чтобы все мы были внимательнее друг к другу, добрее друг к другу. Ну и, конечно, в последний день уходящего лета, да, всем солнечного, хорошего настроения. И я знаю, что мы можем подарить всем нашим телезрителям Новую И мы замечательный... дарим вам нашу новую песню. Сегодня, можно сказать, презентация новой песни. Ну что «Счастье ж. тебе, Якутск». Отлично. Приглашаем наших ребятишек к нам все. Я иду по городу любимому, мне навстречу люди улыбаются. Отчего улыбки их счастливые? От того, что здесь они встречаются. Счастье, Якутск, я желаю тебе мирного неба и солнечных дней, верной любви и удачи в судьбе, звонкого смеха детей. Я иду по городу красивому, радуемся жизни нашей вместе мы, солнечным лучам и небу синему, наполняем души наши песнями. Счастье, Якутск, я желаю тебе мирного неба и солнечных дней, верной любви и удачи в судьбе, звонкого смеха детей. Ну что ж, дорогие телезрители, вот такой замечательный концерт мы сегодня увидели в исполнении замечательных талантливых ребятишек. И напоминаем вам, дорогие телезрители, это год добра. Начните творить добро с самого себя. И, возможно, вам это добро вернется вдвойне, а может быть и втройне. Еще раз спасибо большое, дорогие ребятишки. Спасибо большое, Сахая. И всего вам самого наилучшего. Мы желаем вам счастья, добра и удачи. До новых встреч!